Михайловича была недавно знаменательная хорошая дата, день рождения, юбилей, да, 85 лет. И Егор Михайлович у нас очень известный человек в республике и за пределами. Мне посчастливилось с ним вместе и работать, будучи ректором Иркутской государственной сельхозакадемии. И не понаслышке, а сам знаю, как он может читать лекции, как он может проводить научную работу. И вообще один из признанных ученых, авторитетных людей нашей республики. Он, можно сказать, один из самых авторитетных экспертов общественного, научного, политического и бумонда, можно сказать, внимания. И мы это очень ценим, его авторитет, и в нашем президиуме Академии наук, и вообще в Академии наук. Желаем крепкого здоровья, и чтобы мы все подражали ему, и тоже так бы в его возрасте, я вот просто мечтаю в его возрасте иметь такую вот тоже такую вот работоспособность, такую потом подтянутый спортивный пожелание, творческую работу. Ну и в целом у нас юбилейные мероприятия ждут, где Егора Михайловича неоценимый вклад, его взгляд, его советы нам очень нужны. Академический портрет. Поздравления. Да, для меня действительно и поддержка очень важна. Вот, ну, 85 лет, с одной стороны, мои года, мое богатство, говорят песни, как песни говорится. Но с другой стороны, уже 85 лет. А когда то, что еще запланировано, когда все это реализовать, вот оказывается, этап, грубо говоря, у меня остается. С этой точки зрения, с одной стороны, можно и радоваться, с другой стороны, тут такой момент возникает. Но как бы то ни было, 85 лет, вот, ну, то, что вы отметили, поздравили, очень хорошо. Ну, еще два слова хотел бы сказать. Я член нашей Академии наук Республики Саха-Якутия. Этим я горжусь. Это я ставлю выше всего, между прочим, всех моих там степеней, званий и так далее. Вот этот момент. Я горжусь, я рад, что я нахожусь среди вас, талантливых ученых нашей республики. Что я среди именно элиты, научной элиты нашей республики нахожусь. Этим я горжусь, этим рад. Ну, что касается моих научных интересов, работы, вы знаете, моя, значит, область – это научная теоретическая философия, которой, значит, довольно много сделано, написано. Вот как раз в этом году вышла книга в Новосибирске «Феноменология духа». Если вы получили эту книжку, там в основном мои направления, там уже можно заметить, по каким направлениям философской науки я работаю. Это закономерность исторического процесса, это закон о развитии общества как социального организма, это человек и его осознание, вот все это комплекс проблем. Ну и в наше время сейчас, в современное время, меня особенно занимает социальные, духовные, нравственные, политические процессы, которые идут в обществе, в России и в республике. Вот я как член недавно организованной ассоциации глобальных исследований, Российской ассоциации глобальных исследований, я, значит, вот сейчас этим я и занят, связанный с сегодняшней Россией и будущей России. Вот так. Ну, сколько, значит, возможно будет это, постараемся реализовать и сделать. Спасибо еще раз вам большое.
лет, 70-73 год, аспирантуру Московского государственного университета. И затем работал преподавателем кафедры философии университета, и практически вся его жизнь, она так или иначе связана с Якутским государственным университетом. Я с Егором Михайловичем познакомился тогда, когда он занимал должность заведующего лекторской группы Якутского обкома партии. Я находился этажом внизу и работал в лекторской группе обкома комсомола. И, помню вот и даже первую его встречу, и последующие встречи. Очень часто мы советовались, не говоря уже о том, что выезжали очень часто в вузы для чтения лекций. Была очень яркая тогда лекторская группа обкома партии. Люди выступали очень часто в трудовых коллективах не для того, чтобы, может быть, где-то донести информацию, а понять настроение людей, вопросы, которые можно задать напрямую. Трудные, может быть, вопросы, иногда прямые вопросы. И для этого и была лекторская группа, существовала. Это была штатных работников, была небольшая по численности лекторская группа, а еще было у лекторской группы очень большой актив внештатных лекторов и в обкоме комсомола, и при нас еще работало общество знания, где я в последующем тоже работал. А общество знания практически видные все наши ученые работали. И председателем Якутского республиканского общества знания работали такие, как выдающиеся ученые, как Мельников Павел Иванович, Ларионов Владимир Петрович и другие. То есть это весь свет якутской науки обязательно читали лекции. Не только преподавали, а выезжали в трудовые коллективы. Причем самые отдаленные на слега на регулярной такой основе. После этого Егор Михайлович работал руководителем Центра подготовки кадров Совмина. Затем в 90-е годы уже был зампредседателем президиума Якутского научного центра, затем деканом исторического факультета, заместителем директора Института гуманитарных исследований и заведующим кафедрой философии ЕГУ. С 2006 года он работал заведующим кафедрой философии Якутского научного центра, сейчас профессор Федерального исследовательского центра. Я понимаю, академический портфель у вас сегодня второй, и мое пожелание будет заключаться в том, чтобы ваша коллекция академических портфелей множилась, чтобы еще не менее 7 академических портфелей было. Но самое главное, чтобы вы эти академические портфели наполняли своими монографиями, книгами, учебниками. Так что здоровья вам и продолжения именно той активной творческой жизни, в которой вы живете. Спасибо вам за все. У некоторых людей то первичное знание, оно гораздо богаче, мудрее, ценнее приобретенного знания. И таких людей, где преобладает глубинное знание, очень мало. Но к ним относятся практически все настоящие философы. Вот среди нас есть человек, который, на мой взгляд, обладает этим исключительным даром, когда его внутренние знания, с которыми он родился, оно ценнее, что ли, приобретенного знания. Об этом свидетельствуют и те труды, которые написал уже Егор Михайлович. Труды фундаментальные. Те, кто читал, в общем-то, поражается, в общем-то, тому философскому взгляду и на процессы, которые проходят сейчас в общественной жизни, и те процессы, которые проходят в природе. Но в Ветхий Завет есть. Там есть какой-то пункт, который свидетельствует о том, что ни один человек не может быть похваляем. Но в нашей жизни, тогда, когда человек достигает такого возраста, 85 лет, в общем-то, хороший возраст, нельзя не похвалить такого человека. Поэтому я присоединяюсь к тем словам благодарности, что среди нас есть такая личность. Я сужу по Егору Михайловичу, во-первых,
и как член коллегии Трудовой науки и техники в Якутии. Он очень активный член. И потому, как он ведет круглые столы, которые, по-моему, сколько лет уже? Лет 25, наверное. И причем эти круглые столы, они не ради формальности какой-то, отчетности там, и так далее. Это положительно. Он сам выбирает тематики этих круглых столов. В основном они посвящаются юбилеям крупных ученых страны и мира. И всегда они проводятся очень активно. Меня поражает то, что он очень умело выбирает участников этих круглых столов. Поэтому они проходят очень интересно. И по материалам этих круглых столов издаются и статьи, и сборники даже. Вот последний круглый стол проводился, был посвящен столетию СССР, образованию СССР. Он был проведен на таком высоком уровне, что вот мы опубликовали во втором номере журнала за 22 год результаты этого круглого стола. На него откликнулись очень многие читатели. Сказали, что это вообще якутская наука дает искорку в развитии общественной жизни в нашей стране и вообще. И пришли отклики из различных институтов. Вот, в частности, очень поразил меня отклик из института Северо-Восточного научно-исследовательского комплексного института МАГАТЭ, Академии наук, Российской академии наук, где говорили, что, в общем-то, мы поражаемся тому, что якутские ученые очень правильно, в общем-то, оценили, комплексно оценили вот этот общественный переворот, общественный сдвиг в истории жизни нашей страны, ну и вообще, говорит, и цивилизационный сдвиг произошел. И проанализировали с различных позиций. Я считаю, что это заслуга Егора Михайловича. В 2013 году точно такой же круглый стол, но я имею в виду такой же отклик, такой же был, примерно, если не больше, был посвящен реформе Ирана в 2013 году, когда институты Российской академии наук покинули Российскую академию наук. Она, может быть, даже не выступает, но часто не выступает, готовится специально. Вот, и молодежь просто, они поражаются тем смысловым вещам, которые транслируют их взрослые коллеги. Я считаю, что надо продолжать эту линию. И помимо написания великолепных монографий философского плана, должны проводиться такие же круглые столы. Спасибо, что вы здесь. Будем стараться. Да, спасибо. Спасибо. Историческое образование, философское образование. Я учился в 3 ведущих учебных заведениях нашей страны. Я считаю, Якутский государственный университет, Московский государственный университет имени Ломоносова и Академия общественных наук при ЦК КПСС, сейчас уже при президенте Российской Федерации. Но я нахожусь в большей степени среди технарей, представителей технических, математических и иных наук. Меня это исключительно обогащает. Это очень полезно. Вот. Так что еще раз я хочу поблагодарить вас всех, что я среди вас нахожусь. Это мне много даешь, я учусь у вас. Так что вот мое присутствие среди научной элиты республики вообще я очень дорого стоит. Высоко я ценю. Спасибо.